Трагедия, которая произошла в Таджикистане сегодня утром. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В результате схода снежной лавины в Хароге, административном центре Гбао, погибли 10 человек. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана в среду сообщил, что спасатели извлекли из-под снежной массы 5 человек, в том числе 5-летнего ребенка. КЧС Таджикистана сообщает, что 15 февраля приблизительно в 10 утра на территории города Харога сошли лавины. В результате стихии под снежной массой оказались около 10 жилых домов и здания консульства Афганистана в Хароге. Умеда Юсуфи, пресс-секретарь КЧС, сообщила, что снежная лавина сошла на улице Насири Хисраф. На месте стихии работают спасатели управления КЧС по Гбао, силы и средства единой государственной системы по ликвидации последствий ЧС по Гбао. Из-под снежной массы, по ее словам, были извлечены 8 тел погибших. Спасательные работы продолжаются. В результате схода снежной лавины пострадала ЛЭП. В Хароге в настоящее время нет электричества. По данным КЧС, за последние сутки на территории Гбао было зафиксировано примерно 10 случаев схода снежных лавин. Движение автотранспорта по некоторым дорогам региона приостановлено. Как сообщает КЧС, накануне на 8-м километре автодороги Харок-Рушткала под лавиной попал микроавтобус, в котором находилось 10 человек. Пассажиры получили травмы и были доставлены в больницу. Ранее Комитет по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на агентство по гидрометеорологии страны сообщил, что до 17 февраля 2023 года на горных дорогах страны сохраняется высокая опасность схода лавин и камнепадов, а также обильные снегопады. Ведомство призвало население воздержаться от походов на лавиноопасные участки, а водителей от поездок по автодорогам Душанбе-Хунджанд, Душанбе-Харок, Душанбе-Рашт-Ляхш до особого распоряжения. Как вам такая погода? А президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил главе Горно-Бадахшанской автономной области Алишеру Мирзанаботу по поводу схода лавин, повлекшей гибель людей и материальный ущерб. В телефонном разговоре глава государства указал в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии, сообщает пресс-служба главы государства. О том, сколько человек погибли и сколько пострадали, в сообщении пресс-службы главы государства не говорится. Отмечается, что он дал конкретные поручения руководству области, премьер-министру, МВД и КЧС республики как можно скорее ликвидировать последствия ЧС и оказать материальную помощь семьям пострадавших. Между тем, в соцсетях сообщается, что в результате схода лавины в Вандже погиб 1 человек. В одном из сел Джамати Тихар Ванджа сошла лавина. Несколько детей попали в лавину. К сожалению, 1 человек погиб, говорится в публикации. На самом деле, еще до конца неизвестны все погибшие и пострадавшие, потому что до сих пор сходят лавины, не везде расчистили, и информация доходит очень медленно. Как вы относитесь ко всей этой ситуации и ожидали ли вы, что такое может случиться? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.